неоглядную гладь, где раздольем насыщена каждая пять, изобильно цветущих равнин благодать, ширь просторов, которым конца не видать. Такова наша древняя Родина-мать, такова ее мощь, такова ее стать. Здесь-то, в сердце страны, где без лес и лог, богатырь знаменитый родиться мог. Только тут он способен, в этом краю, показать исполинскую силу свою. Долгий путь, трудный путь, но надо его пройти, и верный конь со мной, и думы груз со мной. Как жизнь земляков наших легче сделать, чтобы люди сами решали, каким законом в нашем общем доме жить. Я в начале пути, вдаль мой конь вези, чтоб счастье и правду для народа найти. Трудный путь, долгий путь. С глубокой древности люди стремились к народному представительству. В нашей республике истоки парламентаризма зарождались во глубине веков. 370 лет прошло с вхождения Якутии в состав России. Ленский край при разделе России на уезды вначале входил в состав Енисейского уезда. Московское правительство в 1638 году приняло решение образовать самостоятельный Якутский уезд. Он стал подчиняться сибирскому приказу в Москве. Князцы, облаченные обязанностью обеспечивать регулярное поступление ясака, получили признание и рассматривались со стороны русских властей в качестве представителей якутского населения. Самый первый в качестве единственного депутата от якутов в Санкт-Петербург в комиссию по составлению нового уложения, организованную по указу императрицы Екатерины II, отправился Сафрон Сыранов, хангаласский князец, правнук Тыгына. Там он выступил с ходатайством об учреждении должности областного головы и первым добился приема у императрицы. 22 января 1827 года было объявлено об учреждении Якутской степной думы из 15 человек. Якутская степная дума совместно со второй ясачной комиссией, присланной из центра, провела новую раскладку податей и повинностей, начала проводить земельную реформу, следила за исполнением судебных дел по собственным обычаям и законам якутов. Постепенно формировалась якутская интеллигенция, национальная элита. Ее деятельность привела к созданию организации «Союз якутов» в 1906 году. Яркие представители национальной интеллигенции Василий Васильевич Никифоров, Николаев выступали за неприкосновенность земельных угодий якутов, за отмену уголовной ссылки, говорили о предоставлении якутам самоуправления. При правлении Крафта в 1912 году состоялся инородческий съезд, на котором был представлен весь цвет якутской интеллигенции. Съезд был приурочен к подготовке празднования 300-летия дома Романовых, и в связи с этим на нем обсуждались очень важные для якутской общественности проблемы. После инородческого съезда была организована поездка якутской делегации в Санкт-Петербург в 1913 году. Якутские депутаты Никифоров, Слепцов и Сокольников приехали в столицу с целым пакетом предложений по проблемам политического, экономического и социального развития Якутской области. Особый интерес представлял доклад размышления Василия Васильевича Никифорова о судьбе и пути развития Якутии. Его пронизывает стержневая идея местного самоуправления с широким представительством народа.
Революционный 1917 год, как и в российском обществе, вызвал среди якутской интеллигенции разные отклики. Но прогрессивное население во главе с Максимом Амосовым, Платоном Аюнским связывало будущее Якутии с советской Россией. После установления советской власти в Якутии формой государственного управления стали все якутские съезды советов, трудящихся и красноармейских депутатов. Первый учредительный съезд состоялся в конце 1922 года. Телеграмма Первому съезду Советов Якутии. Раскрепощенные от царского угнетения и кабалы тайонов, якутские трудящиеся массы пробудятся и с помощью русских рабочих и крестьян выйдут на путь полного укрепления власти самих трудящихся. Ленин. Так в 1922 году на далекой северной окраине нашей страны родилась Якутская автономная Советская Социалистическая Республика, осененная победным знаменем революции. Всего до 1937 года состоялось 9 съездов. Последний чрезвычайный съезд Советов 9 марта 1937 года принял Конституцию Якутской АССР, утвержденную на третьей сессии Верховного Совета РСФСР. Важным этапом развития конституционного строительства и, условно говоря, государственности Якутии является Конституция Республики 1937 года. Впервые здесь появляется глава «Основные права и обязанности граждан». Эта глава состояла из 16 статей. Для того времени это были чрезвычайно важные статьи. Они охватывали широкий круг взаимоотношений между гражданами и республикой. Далее объявляется город Якут столицей. Это на конституционном уровне впервые. Якутск, столица республики, центр ее политической и культурной жизни. Вместо всеякутских съездов Советов в соответствии с новой Конституцией Республики высшим органом государственной власти Якутской АССР стал Верховный Совет. Сильно изменилась наша жизнь, но есть еще дела, которые в одиночку не решить, чтобы в каждом наследии, в каждом улусе достойно жил человек. Вдаль мой конь вези, чтоб счастье и правду для народа найти. Долгий путь, трудный путь. Первым председателем Президиума Верховного Совета Республики была избрана депутат Верховного Совета СССР Софья Петровна Сидорова. С 1938 по 1946 год, в период жесткого режима, войны, страшной засухи и голода, эта простая якутская женщина отстаивала перед высокими инстанциями множество проблем, касающихся всех сторон жизни республики. Ее судьба – пример упорства и настойчивости в достижении поставленной цели и самопожертвования. Ее заслуга – большой вклад в становление государственности республики. С 1954 по 1963 год председателем Президиума Верховного Совета ЯССР, заместителем председателя Президиума Верховного Совета РСФСР была Мария Дмитриевна Нартахова. Это были годы подъема народного хозяйства, роста материального состояния и культурного уровня трудящихся. В 1963 году на очередных выборах в Верховный Совет РСФСР и ЯССР депутатом была избрана Александра Яковлевна Овчинникова. Председатель Президиума Верховного Совета Якутской Автономной Республики Александра Яковлевна Овчинникова пользуется высочайшим авторитетом в своем крае. И народ по заслугам
высоко поднял эту женщину. Доверил ей представлять Якутию в Президиуме Верховного Совета Российской Федерации. С 1979 по 1985 год председателем Президиума высшего органа власти Верховного Совета ЯССР, а затем заместителем председателя Президиума Верховного Совета РСФСР работала Евдокия Николаевна Горохова. Ее сменила на этом посту достойный представитель якутского народа Лилия Николаевна Григорьева. Положительный опыт работы депутатов того времени. Это мы обращали внимание к выполнению наказов избирателей. Обобщали эти наказы. Избиратели всегда были в курсе дела, что их дельные, конечно, предложения не останутся без внимания. И вот как раз, Евдокия Николаевна, я поэтому хочу вопрос сюда добавить, да? Когда я стала председателем президиума, конечно, экономические вопросы решает обком партии, совет министров. И я как-то мне подумала, что для нашего аппарата самое главное сейчас работать с наказом. Избирать. Да. Мы специально выпускали книгу. Потом совместно с работниками, совместно с работниками Госплана там планировали, кто как будет решать, какая сумма денег это предусматривается. Вот как Евдокия Николаевна сейчас ссылалась. И мы часто рассматривали этот вопрос как порядка контроля на заседаниях президиума. Союз женщин Якутии утвердил почетный знак, в котором 5 звездочек, 5 бриллиантов символизируют вклад выдающихся женщин республики Сидоровой, Нартаховой, Овчинниковой, Гороховой и Григорьевой в развитие Якутии и женского движения. Этим почетным знаком награждены 3 наши современницы – Секлитея Алексеевна Курчатова, Юлия Анатольевна Песковская и Ульяна Алексеевна Винокурова. Последняя из них также является народным избранником уже несколько созывов парламента Якутии. Женщины-депутаты отстаивали насущные интересы населения, матерей и подрастающего поколения, будущего республики. Женщина и политика, потому что это совершенно другой опыт человеческий. Это может быть потому, что я как-то была человеком из искусства. Благодаря общению с такими коллегами, я считаю, что у нас, да и не только я считаю, это уже отмечается, что второй созыв Государственного собрания ЛТУМЭН – это высокопрофессиональнейшие люди. Роль высшего представительного, законодательного и контролирующего органа власти в республике огромна. Верховный Совет принимал и изменял Конституцию республики, утверждал бюджет и планы экономического и социального развития. В декабре 1989 года председателем Президиума Верховного Совета, а в апреле 90-го председателем Верховного Совета и первым президентом Якутии по волеизъявлению народа в 1991 году стал Михаил Ефимович Николаев. Наш народ раскрепощается духовно, чувствует свою силу, право на развитие, на самоуправление, право быть вместе всей России. В октябре 1993 года Верховным Советом Якутии под председательством Климента Егоровича Иванова была принята концепция будущего двухпалатного парламента. Проделана огромная работа по принятию нормативно-правовых актов, законов, отвечающих новым требованиям. Приняты государственные символы республики, ее герб и флаг. В соответствии с Конституцией республики новый парламент стал правопреемником Верховного Совета. Новая эпоха истории республики началась с принятия Декларации о государственном суверенитете и принятия Федеративного договора. Верховный Совет тот в этом смысле имеет очень крупные заслуги. Как орган, который положил начало новому этапу.
причем как коллегиальный орган, да? Его деятельность, Верховный Совет, преодоление тоталитарной системы, установление демократического строя республики, начало строительства гражданского общества. В этом смысле, конечно, действительно, 12-я сессия Верховного Совета Республики сыграла исключительную роль. И руководство республики, вынашивая эту идею создания нового парламента, она решила, во-первых, численно сократить, несколько изменить структуру парламента. И потому был создан двухпалатный парламент. Как сказал китайский философ Конфуций, не бывает большого пути без трудностей и опасностей. Немало сложных проблем стояло на пути республики, прежде всего по решению разногласий с Россией по поводу несоответствия положения их конституции. В декабре 1993 года состоялись первые выборы в новый орган законодательной власти в республике. Был создан двухпалатный парламент Государственное собрание Илтумен. Первым председателем Палаты Республики и членом Совета Федерации России был избран Егор Михайлович Ларионов. В республиканский парламент было избрано 56 депутатов, в Палату Республики вошли 35 и в Палату представителей 21 депутат. Особенно Палаты представителей я хочу подчеркнуть, потому что в первую очередь законы творила эта палата. И очень, мне в силу своей должности очень часто приходилось и представлять там законопроекты, и помогать своим коллегам, доказывать депутатам. Возьмите Юрий Николаевич Прокопьев, депутат Нижней Палаты. Да, это человек тоже со своей позицией. И для того, чтобы его убедить, нужны очень конкретные аргументы. Ибо пустословие он не воспринимает бесполезно. Я могу очень многих называть, но там есть, допустим, Филипп Гаврилович Охлопко. Тоже. Да, он, например, очень не воспринимает вопросы, допустим, той же частной собственности на землю. Но это его позиция. Он спокойно аргументирует свою точку зрения. Он не скатывается, понимаете, на эти оскорбительные высказывания. Нормально. О вкладе избранников народа можно судить по делам. Всего Государственным собранием первого созыва было принято 99 законов и 952 постановления. Члены руководства палат, как Афанасий Петрович Ларионов, Вячеслав Антонович Филатов, пример истинного служения народу. Государственному собранию, особенно нашей палате представителей, а тогда эта палата была законодательной палатой в основном, была отведена роль законотворчества. В этот период времени председателем нашей палаты был избран Афанасий Петрович Илларионов, замечательный человек, всесторонний человек. Я хочу сказать, что это человек, который был сильнейшим юристом. Он был человеком всесторонне развитым, культурным человеком, эрудированным человеком, большим интеллектуалом, человеком, который, на удивление всем, несмотря на то, что он юрист, умел писать стихи, очень прекрасно знал литературу. Большую часть времени мне пришлось с ним столкнуться именно как с законотворцем. Я уже сказал о том, что именно в этот период времени произошло существенное изменение в роли парламента. И то, что он как законотворец сам непосредственно занимался подготовкой законов, и как он пунктуально или педантично работал просто над каждым законом, это было поразительно. Он отдавал в сутки 8-10 часов именно законотворческой работы. Отвечая новым требованиям государственного устройства, в парламенте республики велась напряженная законотворческая работа по улучшению социально-экономического положения и духовного развития республики. Впоследствии со второго созыва в палатах Госсобрания было установлено равное количество избранников – по 35 депутатов сроком на 5 лет. На законодательном уровне шла речь об отстаивании интересов жителей республики, о северном завозе, об аграрной и экономической политике. Все законы, которые приняты по жизнедеятельности коренных малочисленных народов Севера, они готовились в министерстве, готовились активом ассоциации коренных малочисленных народов Севера и проходили через
Палату представителей Государственного собрания Ил-Тумен. На сегодняшний день, это как бы итог нашей деятельности, мы имеем 8 законов, ну и соответственно им достаточно много нормативно-правовых актов президента и правительства Республики Саха-Якутия. Наверное, не случайно вот такая комплексная работа, проводимая всеми нами в республике. Она, значит, отмечена на уровне Российской Федерации, отмечается и зарубежными североведами, что Республика Саха-Якутия является одним из авангардных субъектов Российской Федерации в комплексном решении проблем народов Севера. С первых дней своей деятельности якутские парламентарии вели планомерную работу по налаживанию межпарламентских связей с Федеральным собранием Российской Федерации и законодательными органами субъектов Федерации. Государственное собрание Ил-Тумен заключило соглашение о сотрудничестве с Народным хоралом Республики Бурятия, Государственным собранием Курултаем Республики Башкортостан, Государственным советом Республики Татарстан. Для нас это очень важный, актуальный жизненный вопрос для всех субъектов Российской Федерации. Россия, Российская Федерация, прежде всего, это многонациональное государство, поэтому без федеративных отношений, именно в самом широком смысле слова, нормальное, правовое, демократическое государство построить невозможно. И только благодаря федеративному договору, который подписали буквально все субъекты Российской Федерации. При подписании участие приняло высшее политическое руководство страны во главе с президентом, председателем правительства Российской Федерации, председателем Верховного Совета и так далее. С участием всех первых лиц субъектов Российской Федерации. И тогда, в тогдашней Российской Конституции, федеративный договор, его текст вошел отдельным разделом. Это было большое завоевание, и таким образом государственность Российской Федерации практически была сохранена и спасена от распада. В период демократизации и обновления общества лучшие представители якутской интеллигенции представляли республику в парламенте Российской Федерации. Мы тогда, Палата национальностей, 3 комитета было, были катализаторами всех новых начинаний в то время. Значит, расширение прав субъектов Федерации. Практически комиссия моя разработала в Черне федеративный договор. Отдельно для, значит, союзных республик, то есть автономных республик и автономных областей, округов. Но когда собирали субъекты Федерации, она никак не проходила, потому что не находили общего языка. Автономные республики, автономные округа и области, края. Наша Палата национальностей, мы внесли предложение в нашей, значит, зале Палаты национальностей повесить все флаги автономных республик, уже стали республиками. Тоже была встречена. Но все-таки мы добились, и все эти флаги висели у нас в зале, и они были, когда и расстреливали. Постепенно шел процесс усиления связи с субъектами Федерации. Партнерами Госсобрания помимо национальных республик стали представители Московской городской думы, Совет народных депутатов Орловской области, Законодательное собрание Суглан Эвенкийского автономного округа и другие. В 1995 году представительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации, Дальнего Востока и Забайкалья объединились в ассоциацию, где вместе отстаивали острые вопросы текущего времени. Взаимоотношения России, Москвы, федерального центра с субъектом Российской Федерации вступает в другую фазу. Как с этой ситуации выйти, конечно, помогут российские законы, насколько они будут приемлемы для субъектов Российской Федерации. Поэтому вопрос этот будет еще дискуссироваться. И республика просто так не должна сдавать свои позиции.
Надо работать, надо доказывать, надо убеждать, надо ссылаться на законы и так далее. И добиваться того, чтобы сохранить более экономическую самостоятельность республики, чтобы эта самостоятельность способствовала ее экономическому развитию. В стенах парламента выросло немало видных политиков, составляющих потенциальный ресурс для всех ветвей власти. Якутские парламентарии принимают участие в разработке федерального законодательства путем внесения замечаний и предложений в проекты федеральных законов, участвуют в парламентских слушаниях, работая в комитетах Федерального собрания. Идет процесс совершенствования государственного управления республикой. Суды общей юрисдикции не наделены правом окончательно лишить закон его юридической силы. Они не наделены правом объявить закон недействительным. Этим правом, согласно Конституции Российской Федерации, обладает только Конституционный суд Российской Федерации, который, к тому же, обязал суды в ее общей юрисдикции, прежде чем выносить окончательное решение по какому-либо закону, обязал их обращаться в Конституционный суд Российской Федерации в обязательном порядке. Только сам законодатель, который издал закон, и только Конституционный суд Российской Федерации могут объявить законы недействительными и лишить их юридической силы. В последнее время продолжается интенсивная работа в комитетах и комиссиях над законами по приведению Конституции Республики в соответствии с федеральным законодательством. Я считаю, проект закона в основном соответствует требованиям однопалатного государственного собрания. Но это не Конституция, и в любое время мы можем с вами, уважаемые коллеги, внести изменения и дополнения в этот закон. Уже в сентябре мы можем кое-что подготовить и преподнести для всеобщего обсуждения народных депутатов. Многие народные избранники принимали непосредственное участие в организации спасательных работ, в ликвидации последствий паводка 1998 и 2001 года, контролировали ход восстановительных работ, добивались решения вопросов финансирования на федеральном уровне. Сегодня у нас бюджет государства опять-таки формируется на 80% всего-навсего одним предприятием, компанией «Алрос». Это ж трагедия, это катастрофа для государства. И работа идет очень напряженная работа идет. Сегодня задача, самой приоритетной задачей является обеспечить обязательно еще несколько крупных экономических образований в республике, несколько крупных отраслей, которые бы имели такие же результаты, такие же объемы, такие же, скажем, возможности, как компания «Алрос». Мы очень надеемся, что сейчас вот происходит, скажем так, вот консолидация ветвей власти республики. Очень надеемся на взаимопонимание недавних своих коллег-депутатов. И, в общем-то, во многом наши взгляды в этом совпадают. И чтобы многие проблемы сегодня в ускоренном темпе решить, мы должны обеспечить ряд принципиальных моментов. Делая уверенные шаги по обустройству общества, депутаты продолжают работу по введению в республике местного самоуправления. Многогранность законотворческого процесса предполагает постоянное совершенствование работы над законопроектами, взаимодействие со всеми ветвями власти. Имена депутатов известны республике. Вместе с становлением парламентаризма растет авторитет и опыт народных избранников. Быть молодым депутатом достаточно сложно. Почему? Потому что приходишь в парламент в первый раз, опыта маловато. Ну, я считаю, что если человек хочет работать, то он в любом коллективе может работать, в том числе и в парламенте. Тем более я считаю, что наш состав Илтумена – это очень сильный состав. В нем собралась на самом деле элита нашего общества и с точки зрения интеллектуального, и с точки зрения тех же высот, которые достигли депутаты нашей палаты, например, нашей палаты республики. Из рядов нашей палаты вышел президент республики, вот, много кандидатов в президенты республики. Поэтому я очень доволен. Я называю, что у Максима Горького есть книга «Мои университеты». Вот, я считаю, что одним из университетов моей жизни был Илтумен от второго созыва. В нем были прекрасные люди, которые очень много мне помогли с точки зрения становления как профессионала, с точки зрения становления как
государственного деятеля. Я очень благодарен, например, Егору Михайловичу Ларионову. Я очень многому у него научился, в особенности вот принципиальности во многих вопросах. Потому что порой бывает сложно, например, нам, как, ну, мы же не юристы, там, в глубоких тонкостях не вникаем, но вот принципиальность в отстаивании какой-либо позиции, честность перед своими избирателями, это всегда должно присутствовать. Создание общей федеральной правовой системы и общего правового пространства, интеграция всех усилий – необходимые условия для решения социально-экономических проблем, защиты прав и свобод человека, граждан республики и России. Профессиональный уровень народных избранников заметно вырос. Это позволяет говорить о планомерных шагах развития парламентаризма в республике. Я считаю, что в парламенте должны быть представлены как профессиональные законотворцы, так и представители деловой элиты, которые на самом деле занимаются в сфере социально-экономического развития нашей республики, больше понимают в этих вещах и очень компетентны и имеют высокий авторитет среди населения. Поэтому мне бы хотелось в будущем парламенте видеть людей различного толка, различных профессий, которые могли бы принимать законы, которые будут защищать интересы людей, которые живут в республике Саха-Якутия, людей, которые живут на крайнем севере. В течение почти 10 лет деятельности Госсобрания Якутии идет консолидация всех усилий для решения единых правовых и законотворческих задач развития республики. Вся организационная и юридическая работа, техническое, программное и финансовое обеспечение работы депутатов, проведение заседаний Палаты представителей и сессий Палаты Республики осуществляют опытные специалисты управлений и отделов аппарата Госсобрания. Для более полного освещения деятельности работы народных избранников создана газета «Илтумен», которая выходит с сентября 1999 года на 2 языках. В дни празднования 370-летия вхождения Якутии в состав России и 80-летия государственности республики время подводить некоторые итоги и задумываться о будущем. Свой исторический вклад двухпалатный парламент уже совершил. Он наработал ряд законов. Практически мы сегодня имеем более 300 законов республики работающих, действующих, которые как бы окружают наш основной закон – Конституцию. Но вместе с тем надо сказать о том, что сейчас идет обновление власти. Мы имеем нового президента, мы имеем новые федеральные требования. Сейчас мы имеем после определенных раздумий, долгих размышлений, после ряда заседаний Конституционной комиссии, которая организована новым президентом республики, как бы законодательную инициативу, которая сконцентрировала всю мысль элиты юристов республики, которые сказали о том, что все-таки надо попробовать убедить Государственное собрание Илтумен перейти с двухпалатного парламента на однопалатный. Сегодня наступил новый этап развития взаимоотношений республиканского и российского парламентов. Совместная работа спикеров обеих палат Госсобрания Якутии в Совете законодателей Федерального собрания – подтверждение этому. Нам часто приходится иметь дело с государственным органом на том или ином уровне, с государственными чиновниками, проводится много встреч, бесед и так далее. Я бы сказал, что, наверное, впервые так явственно выразились общие точки зрения на решение тех или иных проблем, которые, по сути дела, выражаются в такой формуле, о которой сегодня говорил Сергей Михайлович, о том, что сильная Россия – это и сильный регион, что это диалектическая взаимосвязь. Вот это понимание так явственно начало, прозвучало, может быть, впервые, и поэтому шел такой поиск, на самом деле, наших путей решения так, чтобы это было в интересах и Российской Федерации в целом, и региона. Я присутствовал на том совещании с парламентариями, которые и на встрече, которую проводил Сергей Михайлович, членами обоих палат нашего парламента. Они задавали разные вопросы из разных сфер,
значит, но в основном на той тематике, которая соответствует нашей научно-практической конференции. Это говорит на самом деле в том числе и о злободневности тех вопросов, которые там были поставлены. И Сергею Михайловичу пришлось ответить на десятки разных вопросов. И как бы резюме подвел один из старейших наших депутатов, Анатолий Абрамович Гольман, который сказал, что он тоже приятно удивлен и поражен совпадением наших позиций по ключевым вопросам. Как бы ни поворачивалось колесо истории, роль парламентаризма всегда будет неизменной. Сделано немало для моей земли, но вместе нам суждено дальше путь пройти, чтоб счастье и правду народу найти. Трудный путь, долгий путь.